Старый Новый год традиционно отметили в Доме актера имени Марселя Салимжанова. Здесь собрались представители республиканских театральных коллективов. Актерские капустники имеют давнюю историю. Как и самому зданию на улице Щапова, творческим посиделкам уже полвека. О силе слова и истории, памяти корифеев и новых открытиях в эксклюзивном материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Человеку надо мало, чтобы искал и находил, чтобы были для начала друг один и враг один. Домашние актерские посиделки, шутки и репризы разного толка, смелость мысли и юмор на грани фола. За полвека существования Дома актера кого здесь только не было. В советское время это цикл творческих встреч с деятелями кино и театра, которые приезжали в Казань по разнарядке. Дом актера находится в ведомстве Российского театрального сообщества и финансируется из Москвы. В преддверии юбилея Владимира Высоцкого, который будет отмечаться 25 января, есть повод и вспомнить знаменитый ночной концерт исполнителя, прошедший 17 октября 1977 года. Были и люди, которые, так сказать, надзирали. Это целый ряд дел всех наших бонс, партийных и советских. И их реакция, вот я это очень хорошо помню, они так оглядывались, так осматривались по сторонам, кто как реагирует. На капустнике наступившего 18-го лейтмотивом стала песня года, а сценаристами и ведущими представители современного театра молодого. Это для нас очередной экзамен, ну и, значит, меняется, раз... мы первый раз видим это мероприятие, значит, наше появление уже какое-то изменение. Как мы помним, в прошлом году был танцевальный конкурс. Открытие сезона. Да, открытие сезона. Все было в танцах, а в этот раз решили больше музыки, больше песен. Стиль капустников менялся с движением времени и изменениями в обществе, но об актерском братстве не забывали. Могли кольнуть друг друга, но не больно. И поздравляем с победой Казанский русский театр юного зрителя за светлую картину жизни в спектакле «Любовь людей». Смена поколений меняет структуру актерских посиделок. Сила слова уже не в подобающей весовой категории, превращающих капустники в СТД-местом паломничества не только творческих сил. Когда-то сюда было просто не войти, и приходилось вызывать милицию. Экс-председатель Ренат Тазидинов знает, что сохранение здания Дома актера было непростой работой. Было очень трудно, когда мы боролись за Дом актера, боролись за татарское искусство, за все. Потому что сказали, что тогда была такая борьба, что давайте переедем туда, в Москву, мы здесь, нам не надо здесь. Были же националисты, были все. Театр Молдавии ушел от нас. Из Союза вообще вышел. Не надо нам никакой Москвы, не надо это самое. И театр умер. Театра сейчас нет вообще молдавского. 80-летие Союза театральных деятелей Татарстана и полвека Дома актера дают повод обращаться к именам. Уж сколько их упало в эту бездну, но жизнь продолжается. Из того, что запомнился, это, наверное, проект «Жизнь для вечности», переписка Чайковского с фон Мек, с Каревой и Кешнером. Театральные капустники меняются с ходом общественных потрясений и лакировки, приходит новая терминология и свои лидеры. И то, о чем говорится в наши дни, было бы в диковинку прошедшему полвека. У нас творческая лаборатория «Свободная сцена». В этом году она пройдет для руководителей театров. Коснется таких аспектов, как планирование, маркетинг, менеджмент, также юридические, бухгалтерские аспекты. Дмитрий Пивоваров, Максим Малов, телеканал «Эфир».